Приветствуем вас, Фатима, в студии Абхазского телевидения. На нашей передаче вы уже несколько раз были гостем и приглашенным экспертом. Сегодня мы в целом хотим поговорить о том кризисе, который сейчас наблюдается в международных отношениях. Мы часто говорим на эту тему, приводим разные мнения, аналитические статьи, но чаще всего рассуждаем с точки зрения больше политики и истории тоже. Но хотелось бы немножко понимать и с точки зрения экономики тоже, как вам кажется, как экономика могла влиять и быть причиной, допустим, вот сегодняшнего миропорядка и кризиса в международных отношениях? Ну, я бы, наверное, хотела сказать, что экономика и право, как звучащие в наименовании нашего института экономики и права, они весьма взаимосвязаны, в том числе, безусловно, с политическими процессами. И поэтому, очевидно, надо говорить о том, что в современном мире та идеология, которая стала господствующей, да, и она известна как неолиберализм, и огромное количество сейчас экспертов говорят и сами факты, которые мы вместе все наблюдаем, о серьезном кризисе, который переживает вот это как бы вектор истории. Мы наблюдаем то, что, собственно говоря, основные ценности неолиберализма, которые связаны, прежде всего, направлены на то, чтобы ослабить работу государственных структур, возводя в ранг абсолютных таких ценностных установок. Это, прежде всего, свобода рынка, свобода предпринимательства, максимум свободы с этой точки зрения, минимум заботы с точки зрения социальной проблематики и так далее. Вот в совокупности вся эта проблематика и эти установки, идеологические, подчеркиваю, установки, считаются и рассматриваются современными учеными прежде всего как предпосылки тех кризисных явлений, которые мы наблюдаем. Но почему? Почему они стали предпосылками? Ну, потому что, собственно говоря, мы видим, что свобода рынка ничем не ограниченная. Свобода и возможность предпринимателям осуществлять накопления, они, собственно говоря, действуют несколько стихийно. Они не задумываются о публичных интересах, о государственных интересах, о проблемах миропорядка в целом, что станет в целом с человечеством на глобальном уровне, на локальном уровне. Как бы это не является их превенцией, их задачами, функцией, миссией и так далее. Поэтому получается, что у нас в силу вот этих тенденций те институты, которые мы привыкли называть, да, государство как всеобщий институт, который должен был, в общем-то, отслеживать за этой проблематикой, за тем, чтобы устанавливать баланс между публичными и частными интересами, заботиться, скажем, о более угнетенных слоях населения и так далее. Вся эта совокупность этой проблемы осталась как бы за бортом той активной части предпринимательства, элиты в целом международной, транснациональных корпораций, которые, собственно говоря, выдвинули вот эти ценности, исследуя им. И первый серьезный достаточно кризис, это 2008 года, по сути, да, эксперты говорят о том, что, собственно говоря, именно этот кризис, он как бы продолжает и свое развитие и идет дальше. Если его что-то не привнести, не начинать воздействовать на те последствия, которые породили эти кризисные явления, то, соответственно, прогнозировалось, кстати, что в качестве последствий всех этих процессов мы будем иметь в том числе и войны, в том числе и Четвертую мировую войну. И мы с вами наблюдаем, собственно говоря, что пока эти процессы развиваются, разворачиваются на наших глазах, безусловно, мы должны сказать, что идет борьба. На самом-то деле, конечно, идеология и идея, собственно говоря, или концепция развития международного права не в сторону однополярности, а многополярного мира, где бы на противовес национальным государствам формируется государство цивилизации, этот новый термин, который появляется теперь как балансир между тем, что, собственно говоря, так как нации и государства, если так посмотреть на мировую карту, то они объединяют нации и государства около 15-20% всего земного шара. Тогда как с претензией войти в число государства цивилизации у нас
под 80% земного шара. То есть они как будто бы остаются неудел, да, получается? Соответственно. И в этом противостоянии мы видим, что государства цивилизации, это те, что объединяются вокруг России, Китая, Индии, мы сейчас наблюдаем, что они должны противопоставить больше те ценности, которые как раз-таки были подвержены забвению со стороны неолиберального подхода и видения развития человечества. И к их числу, безусловно, относятся такие ценности, как тяга к справедливости, то, что государство берет на себя, возвращает к себе задачи государственного регулирования. Соответственно, это государственное правовое регулирование, оно как оно может регулировать, например? Я думаю, вы говорите о каком-то большом капитале, который сосредотачивается в руках иногда даже отдельно взятых личностей, да, очень богатых людей, которые богаче, чем некоторые государства. Мы сейчас знаем всех их, таких как Илон Маск, например. Ну как государство это может регулировать? Ну, например, кстати, актуализировавшееся левое крыло в виде вот того научного труда, который вы сейчас затронули, идеи Томаса Piketty, да, они же выдвигают идеи, связанные с тем, что некоторые сферы экономики должны оставаться, предприятия, скажем, в сфере добычи, скажем, то, что Россия сделала, возвращает по чуть-чуть, да, в сфере нефти, газа, добычи, допустим, отдельные сферы стратегически важные должны оставаться, значит, под крышей государства. Далее, соответственно, государство имеет такие возможности и такие рычаги, как, допустим, налоговое регулирование. Налог на богатство? Да, но в том числе ряд стран-то уже вынуждены были прийти, допустим, к прогрессивному налогообложению, посредством налогообложения. Ну, левые предлагают в том числе, но я думаю, что пока этот вопрос является, собственно говоря, авторской позицией отдельных людей, представляющих вот как раз-таки левое крыло, они говорят о том, что особенно большие налоги должны, в общем-то, обременяться наследственное имущество, чтобы каким-то образом восстановить социальную справедливость. И государство очень много делает с точки зрения того, чтобы решались социальные задачи. Да, это в том числе, потому что мы видим с вами такие процессы, как неолиберальный проект привел к тому, что очень сильная трудовая миграция, высокая степень старения наций мы видим, низкая рождаемость и так далее, они приводят к тому, что, собственно говоря, социальная сфера является весьма-весьма уязвимой в большинстве стран. И эта тенденция, она все более прогрессирует. И поэтому вот то, что прописано, допустим, в Конституции Российской Федерации, что социальное государство – это забота, допустим, о людей старшего возраста, это пенсии. Государство оставляет за собой отслеживать эти вопросы и заботу об этих людях. Забота о семье, серьезные проекты национальные и, соответственно, поддержка семейных институтов и так далее. Образование, в целом здравоохранение, чтобы это было доступно для людей. И, естественно, если государство не участвует в этих процессах, то стихия рынка, она не может самостоятельно регулироваться, потому что как раз-таки те неолибералы, они выступают за то, чтобы государство меньше участвовало в экономике в целом, чтобы государство, да, один из ключевых тезисов и установок неолиберальной идеологии заключается в том, чтобы все больше осуществлять приватизацию, то есть максимум предприятий передавать в частные руки. Кстати, здесь, понимаете, вся сложность современного мира с точки зрения идейного противостояния, она заключается в том, что когда ты смотришь, кажется, убедительность часто аргументов, она кажется равновеликой. Допустим, есть тезис о том, что на самом-то деле предприятия, экономика лучше работают, когда они находятся в частных руках, нежели чиновники управляют этим процессом. Но, как мы с вами, я думаю, что именно мы, как проживающие еще советское время и пережившие последние исторические события, все те изменения, которые на наших глазах разворачиваются, мы на самом деле, нам достаточно убедительно были те факты и события, которые мы наблюдали, и процессы, что действительно с государством тоже непросто, и с государством, чтобы государство справлялось, надо вернуть, безусловно, все те моменты, которые связаны с большей
с ответственностью, с преодолением кризиса в избирательной системе, с тем, чтобы принцип разделения властей, судебная власть и так далее, чтобы все эти инструменты государственного управления и установления правопорядка, соответственно, чтобы они в полной мере работали. Потому что мы можем сказать, да, действительно, в частных руках лучше все работает. Это тоже жизнь показала с точки зрения того, что мы наблюдаем беспрецедентное обогащение, как вы сами только что сказали, отдельной части элиты, аристократии международной, которая, собственно говоря, да, действительно, в происходящих событиях мы увидели вот эту дистанцию. Она просто, наверное, не будет сказано преувеличено, если мы скажем, что эта дистанция уже космических масштабов становится. И иногда в буквальном смысле, если иметь в безусловно. виду Илона Маска, например. Да, кстати, и соответственно, тех людей, которые спокойно могут Да. уже и в космос летать, и так далее, и так далее. Но тоже, как показывает история, я бы здесь согласилась с представителем вот этих левых, прошу прощения, сил, которые представляют, в частности, Томас Пикетти, который вызвал у меня в то время достаточно серьезный интерес, потому что очень много, кстати, критики. Да, и я тоже удивилась, конечно, вызывает очень много критики, и по понятным причинам. Однако предупреждение человечества в части вопроса о том, что если копится на одном полюсе общества, и полярность такая, она очень контрастная. На одном полюсе мы имеем действительно благосостояние, которое большими темпами имеет тенденцию к росту, и на другом полюсе мы наблюдаем, соответственно, недовольство, растущее равно, да, геометрически пропорционально, недовольство среднего класса, других слоев населения, которые прекрасно осознают перспективу того, что дальше им, собственно говоря, и их детям возможности для того, чтобы изменить свое положение к лучшему, не предвидятся. Соответственно, мы понимаем, что это чревато усугублением социально-экономической стабильности в соответствующих обществах. Фатима, а если это все, допустим, попытаться спроецировать более локально вот на регион, в котором мы живем, да, Южного Кавказа, вот тут что вы могли бы отметить? С точки зрения, это мы сейчас говорили о внутренних социально-экономических процессах, но, соответственно, вот эти внутренние противоречия, они, собственно говоря, в силу того, что внутри накапливается много противоречий, мы наблюдаем, что эти же процессы, они, собственно говоря, ведут к тому, к обострению и международных отношений, которые мы с вами наблюдаем. С этой точки зрения знаменитая доктрина Монро, которая сейчас нарушается, да, мы с вами наблюдаем, в частности, то, что смысл доктрины Монро заключался в том, что если есть государство, вокруг государства, то остальные государства должны с этим считаться. Кстати, этой доктрине более 200 лет. Я пересматривала, и это, в общем-то, достаточно устоявшаяся доктрина, проверенная временем. И сейчас мы видим, что неолиберальная идеология или видение мира, позиция, она, вот, в общем-то, внешнеполитическим и на международной арене тоже приводит к очень серьезным катаклизмам и конфликтам, и в том числе и, соответственно, Южный Кавказ. Мы видим, допустим, ключевая ценность неолиберальной идеологии заключается же в демократии, в демократичности, да, соответственно, приоритете свобод и так далее. По отношению к тем, допустим, сейчас, то, что мы с вами наблюдаем к Грузии, да, то, что там этот режим, в силу того, что режим не поддержал, политический режим не поддержал, да, соответственно, идею о признании, значит, не выступил против закона об иноагентах и так далее, и не стал последовательно проводить политику неолиберальной части мира, Запада, однополярности, да, то есть это траектория однополярного развития мира, в силу, независимо от того, что народ, страна,
решили для себя выбрать какой-то другой путь развития, мы видим с вами абсолютно недемократичное воздействие на эту страну. И с этой точки зрения тоже проявление кризиса, потому что не предоставляется возможность самому политическому правовому субъекту определить свое будущее, да, свободно определить то, как ему видится. Да. Я в новостных сюжетах даже увидела такую интересную, я думаю, что информацию, позицию политических деятелей Грузии о том, что они выставили идею о том, что мы не хотим уподобиться Украине или занять место Украины, или быть следующей страной в этом стать ряду, Украиной. да, стать следующей. Почему не предоставляется возможность выбора, да, такие жесткие санкции? И за эти последние 3 года огромная сумма денег, которые шли на поддержку режима, пока он рассматривался как проводящий политику однополярного мира. Соответственно, шли эти средства, и теперь эти деньги перестали идти. Понятно, что это серьезные испытания для экономики. Аналогично мы видим вот буквально недавно, 7 октября, в такой населенный пункт, как Габала, в Азербайджане, да, проходят мероприятия, связанные с объединенными тюркскими государствами, что тоже имеет определенный политико-правовой капитал, потому что этот населенный пункт исторически был как-то связан с пророссийской политикой и так далее. Поэтому мы наблюдаем, что вот эта линия, она высоко конфликтогенна. Она не несет мир в те регионы, куда приходит. И в этом смысле, конечно, человечество должно озаботиться о том, какая перспектива нас ждет. И на своем локальном уровне, я думаю, что для Абхазии очень важно иметь последовательную линию развития. И в свое время у нас была такая идея о том, что Абхазия может стать региональным серьезным субъектом международного права с точки зрения того, что может стать ареной деятельности мирных мировых институтов, потому что вот дефицит субъектов, несущих мир, утверждающих мир, быть площадкой, где бы могли разные субъекты договариваться именно с точки зрения того, чтобы утверждать мир и мирное развитие, мне кажется, в этом есть очень большой дефицит. И если, допустим, с этой точки зрения Абхазия убедительно в программах, в проектах национального развития, государственного развития будет заявлять с пониманием действительно значимости собственной позиции о том, что да, мы хотим на фоне происходящих тенденций, событий, что сегодня формируется государство цивилизации, вот в этих процессах мы бы хотели принимать и быть значимой с этой точки зрения. Мне видится в этом действительно перспектива определенная. То есть вы имеете в виду все-таки какие-то конкретные инициативы, что мы можем предпринимать в этой Безусловно. сфере? Например, допустим... во всяком случае, мы могли бы принять некую декларацию, допустим, о своем видении. Возможно, допустим, мы сейчас в Институте государства и права как раз-таки тоже работаем над теми предложениями, которые готовятся по конституционной реформе. И один из тезисов, который мы готовим к обсуждению пока на своей площадке, а потом, естественно, будем ее продвигать перед законодательными органами, как раз-таки внесение в преамбулу Конституции, потому что именно на преамбулу Конституции выпадают вот такие содержательные, как бы программные вещи, потому что если до сих пор у нас
есть как бы некое негативное восприятие вообще слова идеология, и, соответственно, отдельных идеологических документов, я думаю, не скоро мы подойдем, чтобы они формировались, но эту функцию выполняет, эта миссия выпадает как раз-таки на ту часть Конституции, которую мы называем преамбулой. И преамбула Конституции Республики Абхазия, она на сегодня как раз-таки на сегодня она в некоторой части, на мой взгляд, во всяком случае, устарела, потому что в момент, когда происходило принятие Конституции Республики Абхазия, наиболее важным, приоритетным моментом, проблемой являлось самоутвердиться как во внешний суверенитет, во внешнем мире. Было важно заявить о том, что мы разделяем те ценности, которые разделяет глобальное человечество на тот момент. Мы принимаем и политико-правовые институты, и ценности, и, соответственно, их отражаем в основном документе. И сегодня, я думаю, в качестве приоритета для общественного, социально-экономического, политико-правового развития у нас выходят как раз-таки вопросы, связанные с внутренним порядком. Потому что вот мы и начали с этого, что, собственно говоря, кризис неолиберализма на глобальном уровне, да, мы увидели за счет того, что страны внутри не справляясь, эти противоречия выливаются на международную арену, и они выходят вот в такие глобальные противостояния, которые весьма и весьма чреваты с точки зрения развития человечества в целом. И если это как бы переносить на нас, то я бы сказала, что мы могли бы сегодня уже в преамбуле отражать, как мы видим собственное развитие, на каких базовых ценностях, в том числе, кстати, вот мы занимались разработкой и ценностей, заложенных в гербе Республики Абхазия, где выражены и баланс публичного и частного, и традиции инноваций, как раз-таки они, когда в обществе есть согласие относительно базовых ценностей, на которых будет зиждиться правопорядок, соответственно, и это ведет, как мне представляется, безусловно, к мирному развитию и делает Абхазию понятной для стратегического партнера, ближайшего соседа, важнейшего с точки зрения перспектив развития, ну и в целом для большого мира, я бы сказала. Благодарю вас. Это было очень интересно, и будет интересно наблюдать за тем, что получится из этого, надеемся.